В Башкортостан вместе со снегом пришла и настоящая зима. Погоде рады горожане, любители зимних видов спорта и моржи. О пользе ледяных ванн в сюжете нашего корреспондента. Вот 16-го первый снег выпал, и потом вот 3-го. В простой тетради аккуратным почерком вот уже 22 года житель Мелеуза записывает погоду. Отмечает температуру и осадки. Первые записи датированы апрелем 2003 года. Утром встаю, я где-то от 6 до 8 утра погоду утром записываю. Например, снег, букву «С» ставлю, дождик, букву «Д» ставлю. Так, с помощью его дневника мы сравнили погоду с предыдущими годами. Вот, например, 10-12. 10-12. Вот сегодня 17, тут 10 градусов. А, например, в 4-м году, в 3-м году, вот сегодняшнее число, минус 28 было. 11 29, 12 30 было. Зима и снег в этом году и правда задержались. По данным службы по изменению климата, ноябрь 2025 года стал третьим по теплоте за последние 30 лет. Для любимого дела не важны ни возраст, ни профессия. Лишь бы погода была похолоднее. Сначала зарядка для бодрости духа. Затем заплыв для здорового тела и крепкого иммунитета. Вода! Шикарно! Встретить уфимских моржей у Солдатского озера можно почти каждый зимний день. Среди любителей закаливания и молодые уфимцы, и люди серебряного возраста. Стоит отметить, Федерация зимнего плавания Республики Башкортостан считается крупнейшей в России и насчитывает порядка 2500 участников. Самому юному из них было 2 месяца, самому возрастному – 87. Алевтине Александровне недавно исполнилось 75 лет. 30 из них женщина занимается моржеванием. Ее соратнице по хобби Альмире Назимовне 74. 20-25, но когда и 30 градусов, мы тоже купаемся. Вон Альмира ездила в Тюмень, там вообще 33 градуса было, 34, 38. И они купались и никак не отменили даже соревнования. Выходишь из воды, знаете, охота всю землю обнять. Весь мир охота обнять, вот такая радость, такой адреналин, такой подъем энергии. Из-за теплой погоды на месяц позже начался и сезон для горнолыжников. Так Уфимский Олимпик-парк готовится к первой спартакиаде для людей с ограниченными возможностями здоровья по зимним видам спорта. Башкирскую столицу посетят 1500 спортсменов из 10 стран СНГ. Погода не благоволила нам. Мы начали только вчера, первые сутки сейчас работаем. Но хороший минус дает возможность нам сейчас в ускоренном режиме снижаться. Готовимся мы к серьезным соревнованиям. Нужно поскорее запустить склон для соревнований и для туристов. Снежную погоду ждали и горожане. Научно доказано, что пористая структура свежего снега гасит звуки, создавая тишину, что благотворно действует на психику и снижает уровень стресса. В первую очередь становится веселее на улице, потому что с этой темнотой было невозможно ни встать, ни проснуться, ни погулять. Сейчас намного лучше и веселее. Начинается подготовка ледовых городков. Всего в Уфе планируют организовать 20 локаций с основными на площадях имени Ленина и Салавата Юлаева. Организуют и 32 ледовых катка, почти 100 хоккейных коробок и 22 лыжные трассы. Столичные новогодние елки для школьников пройдут 19 и 24 декабря. Наиля Нуреева, Рамиля Исмагилова, Эдуард Гайнанов. Новости. Уфа.